62 972 жителя республики приняли участие во всероссийском рейтинговом онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Как отметил глава, жители проявили активную жизненную позицию и желание участвовать в процессах благоустройства. Отдельную благодарность он выразил волонтерам, помогавшим жителям сделать свой выбор, и главам муниципальных образований, которые активно включились в работу, обеспечив высокие показатели голосования. Все общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в следующем году. В Госдуму внесли законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка. Соответствующий документ размещен в базе Нижней палаты парламента. Сейчас по закону средства мат-капитала можно направить сразу на улучшение жилищных условий в случае использования ипотеки. В остальных случаях воспользоваться сертификатом для улучшения условий жизни можно только через 3 года после рождения ребенка. По мнению парламентариев, это позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право на поддержку со стороны государства. За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до 5 лет, рассказала депутат Госдумы Ольга Занко. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России. Ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. Занко отметила, что не стоит бояться штрафов за испорченную ленточку, так как в этом вопросе очень важен мотив. Если, например, публично растоптать ленту, записать это на видео и выложить в соцсети, это будет правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Но за ношение ленточки на сумке или закрепление на антенне автомобиля человека не оштрафуют. Всероссийская акция «Георгиевская лента» проходит в России с 24 апреля по 9 мая. Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу, которая обязывает изображать российский флаг на номерных знаках автомобилей, пишет «Коммерсант». Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным. Исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса. У них значок будет факультативным, говорится в публикации. Отмечается, что автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. Ранее россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины. Средняя выручка малого и среднего бизнеса в России в первом квартале текущего года выросла на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Возросло и количество продаж на 5%, рассказали в компании «Эватор», передает РИА Новости. Растущие сегменты – это бьюти-индустрия, внутренний туризм и общепит. Непродовольственная офлайн-торговля уступает онлайн и теряет покупателей. Компания проанализировала ключевые показатели малого и среднего бизнеса в разных сегментах на данных продаж более 1 миллиона касс во всех регионах России. Подсчитывалась динамика средней выручки и среднего количества чеков предприятия в разных сегментах в первом квартале 2024 года по сравнению с 2023.